Иван Константинович Тарба в особом представлении не нуждается. Это известный абхазский писатель, поэт. Он прошел большой жизненный и творческий путь. В настоящее время он является руководителем в течение многих лет писательской организации Абхазии. Его знают наши республики, хорошо знают его и за пределами нашей республики. Его читают, его знают, его видят. А что касается нашей Абхазии, то я могу сказать, что нет такой даже самой маленькой тропинки, по которой Иван Константинович много раз не ходил бы. Видное место в творчестве Ивана Константиновича, на мой взгляд, занимает образ дороги. Одно из его лучших стихотворений так и называется «Дорога, которой нет конца». Это применимо к его творчеству. Вот к его поэзии. Его поэзия всегда ищущая. Вот я хотел бы спросить Ивана Константиновича. Иван Константинович, как вы пришли в литературу? Какие вы прошли пути, дороги в литературе? Как вы пришли в поэзию? Спасибо, Шаул Дмитриевич, за ваши слова. А вот как я пришел в литературу, это вопрос очень сложный. По-разному складывается у писателей биография, по-разному приходит в литературу. Видимо, я тоже имею какую-то тропинку, по которой я пришел на большую дорогу нашей абхазской литературы. Родился я в селении Беслахоба, в Ачимчирском районе, в крестьянской семье. Я был свидетелем, непосредственным свидетелем, как крестьянская семья любит землю, как она связана с родной землей, как земля кормила, как испокон веков наши люди были связаны с землей, с родной землей. Они цеплялись за свою землю, они защищали, они обрабатывали. Вот любовь к земле своей я получил именно в своей семье. Семья наша была трудолюбивая. Я помню первые дни организации колхозов в нашей деревне. И мой отец, бывший партизан, который боролся за установление советской власти в Абхазии, был его, первым председателем колхоза нашего села. Мой отец большие надежды накладывал на своих сыновей. Нас было 7 братьев, у нас была большая семья. И мы к труду приучились с детства, и отцу помогали, работали в колхозе. А ночами отец любил нам рассказывать сказки о героических подвигах представителей народов. Я помню 1935 год, всю ночь, когда мне было 14 лет, отец мне рассказывал о подвигах одного народного героя. Я очень внимательно слушал своего отца, а на утро у меня уже была готова поэма. А он был прекрасный рассказчик. Да, вы его помните, он был рассказчик хороший. И у меня была поэма готова уже. Понимаете, мне было тогда 14 лет, я в школу пришел и уже, ребятам читал поэму. Мне показалось, что я написал поэму. Но, разумеется, это была детская проба, поэмы не было. Но вот так я начал впервые писать. Вам было 14 лет? Мне было 14 лет. Потом наша семья переехала в город Ачимчира, и он на железной дороге работал грузчиком, мой отец. Я учился в Абхазской средней школе, и помню первомайский вечер у нас в школе, в Абхазской школе, где присутствовал редактор районной газеты, ныне, наш друг, писатель Нури Баратилья. Я на этот вечер прочел стихи, посвященные 1 мая. На второй день меня редактор вызывает к себе на работу, и вот он, взял эти стихи и напечатал в газете. В 1937 году впервые я напечатал свои стихи.
С маем вы вступили. С маем, значит, с майским праздником я вступил, счастливой ногой вступил в абхазскую поэзию. Меня пригласили на работу. Я, совмещая учебу в средней школе, работал в газете, районной газете «Большевик Гдза», «Большевицкий путь». После окончания средней школы я был приглашен, сразу же был приглашен в редакцию Абстотов Сухуми, в редакцию областной газеты. Я начал работать потом. Из Абстотов я перешел в газету, русскую газету «Советской Абхазии», потом меня взяли в областной комитет партии. Я вступил в партию еще, будучи учеником средней школы. Вот так, значит, впервые я, значит, вступил в литературу. Я теперь вместе с вами работал. Я имел удовольствие слушать ваши стихи в редакции, когда вы вместе с вами. Мы с вами, значит, в редакции работали. Вот война началась, значит, во время войны мы с вами работали в редакции. И я должен сказать, что хотя я первые стихи напечатал в 1937 году, но я ни в один из своих сборников не включал эти стихи. Я более-менее себя считаю поэтом, настоящим поэтом, вот именно с начала войны, когда мы уже возмужали, и когда уже не пели о подвигах наших, значит, земляков, которые сражались за, отстаивали свободу и независимость. Может быть, вы не совсем здесь правы, и те стихи тоже могли быть хорошие. Но я более-менее себя считаю, значит, я на ноги встал как поэт в дни Отечественной войны. Ну, теперь, значит, ну, я вот что могу сказать, ну, и написано очень много стихов, поэм очень много написано, но сказать мне сейчас, что из них, значит, какие именно мои поэтические произведения выдержат испытание времени, мне трудно это сказать сейчас. Но, видимо, кое-что все же из моих произведений, значит, пользуется каким-то читательским интересом. Ну, я работал министром просвещения, долгое время я работал секретарем областного комитета партии, в печати, значит, очень много работал. Когда я в печати работал, значит, мне приходилось очень много разъезжать, я встречался с очень интересными разными людьми, и эти общения, встречи, они оставляли всегда свой отпечаток. И с течением определенного времени я начал чувствовать, что поэзия не совсем дает возможности, чтобы раскрыть полностью себя и какую-то глыбу жизненную, чтобы поднять, видимо, скорее всего, надо привлекать к прозе. И вот уже с годами, значит, я уже почувствовал тягу к прозе. Я написал первый роман «Известное имя», который, значит, который вышел на абхазском языке, потом в переводе на грузинском языке в журнале «Гнатоби». Переводы, значит, мой очень хороший друг, ныне покойный, маме Асатьяне. Потом отдельной книгой, значит, она вышла. Вслед за этим я написал второй роман «Солнце встает у нас», который, значит, также были переведены на грузинский, русский, украинский и другие языки. Вот. Ну, что я могу о себе еще сказать? Я хочу сказать, что вы прочитаете. Я еще пока в конце прочту, значит, я еще хочу кое-что сказать, что я считаю себя счастливым, что абхазская литература вышла на большую дорогу. Она не изолирована сейчас живет. Она живет вот как равная среди равных, входит в большую семью многонациональной советской литературы. Многие произведения абхазских писателей вышли за пределы, значит, нашей автономной республики, и они стали сейчас духовной ценностью многих и многих читателей Советского Союза. Такие писатели, как Иван Бабаскири, как народный поэт Абхазии, как Баграт Шинкуба и другие писатели нашего старшего поколения, они пользуются большой популярностью в нашей стране. Это где-то дает стимул и мне, и моим коллегам, и подрастающему новому поколению.